К новостям спорта. Норильский «Никель» разгромил мирнинский «Алмаз Алроса» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча закончилась со счетом 8-3. В причинах столь крупного поражения разбирался Александр Шаржуков. Четвертьфинальная встреча между «Алмазом» и Норильским «Никелем» еще раз доказала – Кубок России, турнир непредсказуемый. Еще вчера мирнинцы праздновали победу над сильнейшим клубом страны, а сегодня – разгром от середняка Суперлиги. Среди причин поражения ряд факторов, среди которых наставник мирнинцев Владимир Проминский выделил очень плотный график и нехватку игроков из-за травм и дисквалификаций. Во-первых, у нас выпали 2 игрока из основного состава: Ляхов, Сергеев. Плюс там уже команда вчера только прилетела, так скажем, с 3 выездов. Ухта у нас была, дальний вылет во Владивосток, затем в Саратов. Буквально вчера команда прибыла в Мирный. Конечно, усталость сказывается. Плюс нехватка игроков. Сегодня играли практически 7 человек против 3 Норильского «Никеля». Вдобавок ко всем бедам хозяевам площадки явно не везло. 4 раза норильчан спасала от гола штанга, 2 раза перекладина. Убирает защитника. Хорошая возможность. Лупашкин. Закол. Нет! Нет взятия ворот. Да и голкипер гостей Василий Белов был максимально собран и готов к каждой атаке мирнинцев. Впрочем, как и вся команда из Норильска. Для нас, в общем-то, кубок в этом году очень важен. Мы хотим как можно дальше в нем пройти. И весь тренерский штаб настраивал и на первую игру с «Алмазом» очень серьезно. Я вас уверяю, что и на второй игре никакой недооценки не будет, потому что лично я реально понимаю, что это очень серьезная, хорошая команда, которая может добиваться результата. Ответная встреча в рамках 1/4 финала состоится 18 февраля в Норильске. Для выхода в полуфинал Кубка России алмазникам необходимо выиграть норильчан с разницей в 5 мячей. При том, что соперник настроен на победу более чем решительно, задача не из легких.